Среди задержанных бывшие силовики и матерые преступники. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему до сих пор не нашли пропавшего человека. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого важного. Не менее 4 человек задержаны по подозрению в похищении первого заместителя председателя Районбанка Шухрата Исматулоева. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах Таджикистана. Имена задержанных не раскрываются. По данным источника, все они бывшие офицеры силовых ведомств, которые совершили похищение банкира вместе с матерыми преступниками. Источник, близкий к следствию, сообщил, что один из задержанных – бывший сотрудник МВД и Агентства по госфинконтролю и борьбы с коррупцией Таджикистана. По подозрению в похищении банкира задержан некий бывший работник прокуратуры, сообщил источник. Другой источник отметил, что похитители использовали автомашину со спецномерами силовых структур. Это позволило водителю ездить на предельной скорости и не подчиняться требованиям сотрудников ГАИ. Похитителей было 4, но к похищению причастны еще несколько человек. 2 автомобиля Hyundai Sonata с затемненными стеклами, на которой похитили банкира, злоумышленники подготовили 11 госномеров. Это в основном госномера автомашин силовых структур, которых дорожные инспекторы, как правило, не останавливают. Именно поэтому на посту ГАИ, который находится на выезде из Душанбе в направлении Сагдийской области, автомашину с затемненными стеклами не остановили для проверки, говорит источник. Первый заместитель председателя Районбанка Шухрат Исматулоев по официальным данным был похищен неизвестными лицами 23 июня в 20 часов по местному времени на улице Закарио Рази района столичного района Исмаили Самани и увезен в сторону Айнинского района. Судьба банкира остается неизвестной. В настоящее время спасатели комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана ведут в акватории реки Заравшан поиски автомашин, на которой похитили банкира. 2 источника в Генпрокуратуре Таджикистана и УМВД по городу Душанбе заявили, что преступная группа тщательно планировала похищение и, начиная со середины июня, следила буквально за каждым шагом Шухрата Исматулоева. Следствие пока не пришло к однозначным выводам в расследовании дела о похищении Шухрата Исматулоева. Все указывает на то, что деньги не были главной целью похитителей. Будут ли следственными органами названы имена заказчиков похищения известного банкира, неизвестно. В Таджикистане в прошлом случалось немало громких убийств и похищений, однако ни разу заказчики преступлений объявлены не были. По громким делам были осуждены люди, в совершении которыми этих преступлений многие до сих пор сомневаются. Также многие предполагают, что таджик, который устроил перестрелку в аэропорту Молдовы, также причастен именно к этому похищению. Он бежал именно от правоохранительных органов за это преступление. Источники в УМВД по городу Душанбе заявили в беседе с радио Азади, что похитители Шухрата Исматулоева заранее приобрели авиабилеты на рейсы в Турцию и Россию. Один из участников похищения уже арестован в России, добавил источник. Похищение первого заместителя Районбанка вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Оппозиционные группы сразу заявили, что действующая власть не может обеспечить безопасность людей. Сторонники власти не согласны с этим. Они называют происшествие враждебной акцией, но признают, что похищение известного банкира может оказать негативное влияние на инвестиционный климат. Похищение известных людей, в том числе банкиров, ранее в Таджикистане происходили в годы гражданской войны. Как вы думаете, это предвестники ее или просто совпадение? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.